С чего начнем собирать наш лук? Конечно, с рубахи и штанов. Основу татарского костюма, как и у других тюркских народов, составляют туникообразная рубаха и шаровары. В середине 19 века входят в обиход штаны городского покроя, а чуть позже и рубахи из фабричных тканей. Разрез у татарских рубах всегда прямой, воротник по большей части был стоячим. Но я же богатый татарин, в одной рубахе уже не выйти, нужно накинуть что-то наверх. Выходя на улицу, мужчины надевали различные виды кафтанов. К ним относились казакин с приталенной спинкой, джилян с прямой спинкой и чекмень. Они выполнялись из ярких цветных тканей, таких как шелк и парча. Выберем что-то попроще. Мои волосы шикарны, но нужен головной убор. Среди мужских головных уборов особое место заняла тюбетейка. Для вентиляции и сохранности форма тюбетейка простегивалась. Тюбетейки шились из ярких тканей с рисунком. Осталась обувь. Тут все по классике. В качестве обуви у городских татар было широко распространено ношение ичик. Ну что, мы готовы выходить на улицу?